Есть алло, а есть алло. Ну, в этой квартире, может быть, там кто-то умер. Надо сходить в церковь. Ничего себе ты, баба! Петрович, ты куда меня привел? Я говорю, я риэлтор, я коммуникатор. Часто там срачки бывают? И вот у меня вот эти вот индейцы, дыш-дыш-дыш-дыш, стрелы летят. Вот эти Сатурны, Венеры, они что-то там чик-чик. Особенно вторичку там. Энергия. Туда. Пробьет потом. Привет, друзья! У нас сегодня съемки нового выпуска «Базар». И у нас сегодня в гостях Елена Кончиц, лучший риэлтор Республики Коми? Сыктывкара? Сыктывкара. Я Руси, можно сказать. Слушай, с тобой очень хочется, конечно, поговорить про сферу твоей деятельности, потому что в городе, ну, по моим ощущениям, ты, наверное, самая известная риэлтор вообще, то есть тебя видно, тебя везде слышно, и это не только потому, что я подписана на тебя в соцсетях, у меня еще есть точно несколько знакомых, да, кто занимается этим делом, но ты самая такая яркая. Вот как ты пришла вот к этому вообще, к такому статусу, такого, ну, на самом деле, топового, ты же сейчас и заняла, да, взяла какое-то место вот это в вашей организации, да, в этажах? Да, на самом деле, вот, ну, такую, может быть, небольшую предысторию расскажу, как я попала вообще в недвижимость. Все началось с туризма. В далеком 2007 году, да, то есть когда вот еще, скажем так, все ездили в Турцию, да, и вот моя первая поездка в Турцию была, когда мне было 20 лет, вот, и, наверное, вот даже вот оттуда, вот так вот издалека, получилось как? Вот я когда приезжала в Турцию, да, то есть на отдых, и я смотрела, как вот там гиды работают. И мне, вот я не знаю, но мне надо было тоже быть именно там. Я не знаю, почему, меня это просто какая-то неистовая сила, она меня манила. И я понимала, что вот если вот я там не окажусь, да, это будет вот какой-то незакрытый гештальт вообще. А как это гиды и риэлторы? Ну вот, то есть в эту сферу я в итоге попала. Вот, я закончила, я училась на вечернем и на экономии. Вот, я закончила. Раньше меня мама не отпускала за границу, он даже слышать ничего не хотела, потому что, ну, единственная, я в семье единственная дочь. Вот, ты в Турцию, ну, там же, понятно, сразу меня там в плен. Турки тебя украдут? Да, меня украдут. Ты еще такая красотка светленькая, там же любят. Да, стереотип, ну, понятно, какой выработан у нас. Вот, но я закончила институт в 2009, и вот 10 марта я все-таки маму там целую зиму готовила, там вот такими окольными путями, да, и все, я подала заявку, мне ответили, я улетела. Вот, 4,5 года я работала за границей, я работала в Турции, в Таиланде, вот, и когда... Гидом? Да, я работала именно гидом, да, изначально я вот, как туристы приезжают, да, я их сопровождала. Из Ты знаешь аэропорта в отель. английский? Я английский знаю, понимаю, но вот на тот момент, когда я работала, Ну, для лучше русских я туристов, знала, да, же вы, да, наверное, били? лучше я знала, на ну, я на русском. самом деле уже как бы, ну, не скажу, что свободно, но довольно-таки хорошо общалась на турецком. Вот, потому что последний год, когда я работала в Турции, я работала уже в офисе представляющей страны в Анталии, вот, и занималась финансовыми вопросами. Вот, то есть я уже, ну, не гидом, а вот именно это вот был крайний год. Вот, и потом я понимала, что вот, ну, как бы все, туризма я, пожалуй, наелась, то есть я его работала сначала в Сыктывкаре, здесь в турагентстве, потом там почти 5 лет, да, с границей, и там на разных должностях, скажем так, и все, понимала, что, ну, вот этот период пройден, все, я наработалась, как будто бы надо возвращаться, но я не понимала, что вот я там все так красиво, вот я вернусь в Сыктывкар, чем я буду заниматься? Ну, вообще как? То есть Сыктывкар, все серо. И я была в запросе. И ну, там в интернете много различных вот как бы моментов было, кто чем занимается. И нашла такой вот бизнес, это квартира посуточно. Да, и в принципе я загорелась. На тот момент у меня уже была одна своя квартира в Сыктывкаре. И, в принципе, вот в ноябре 2014 я прилетела. Сдала на права, купила вторую квартиру. В первой... Вот, А ты на квартиру первую как заработала? В Турции, в Египте? Ну, вот в этих странах, да? Не в Египте, в Турции? на первую квартиру, до того, я еще когда училась в институте, я вот тогда, у меня получилось взять, мне было 21. А как ты на нее накопила? Нет, не накопила, мне помогла мама с первоначальным взносом. Вот, и на тот момент ситуация была какая, что вот этот вот
платеж по ипотеке у меня был больше, чем моя зарплата. Ну, я не знаю, ну вот как-то мне Как такую у многих ипотеку... людей. Да, как в принципе у многих людей мне так одобрили. Вот, и естественно, что, ну, это все время, пока я не работала за границей, мне было очень тяжело. То есть у меня не оставалось своих денег, то есть, может быть, там какие-то подработки и так далее. Ну, вот я не жила шикарно, но, честно скажу, когда я прожила 22 года в частном доме, без удобств, с мамой, с бабушкой, да, где там печка, туалет холодный и так далее. То есть для меня вот эта квартира, и я была готова на все, только чтобы вот Ну, тем более в таком переехать. возрасте как бы особо нет же, наверное, требований Да, там вот к такие шикарному вот жилью. комфортабельные условия. Вот, поэтому там платеж не платеж, я думала, прорвемся. Вот. И как раз-таки вот я пока работала за границей, я вот эту вот ипотеку потихоньку я ее загасила и немножко накопила, и мама мне вот еще тоже спасибо помогла, добавила также на вторую квартиру. И я когда уже прилетела, мы купили вторую квартиру. Вот, эта квартира была уже готова, дом был сдан в черновом ремонте. И как раз-таки я прилетела, и вот быстро, там за 2 месяца мы сделали ремонт, и вот это была моя первая квартира, которую начала сдавать посуточно. Ну, я решила так, что попробую, да, получится, не получится, ну, значит, сдам на длительный срок или сама буду в ней жить. Вот, ну, расклад был вот такой. В принципе, мне это понравилось, это вообще деятельность, она мне прям зажигала, и почти 5 лет, да, почти 5 лет я вот этим занималась. Вот. На пике у меня было 11 квартир уже в управлении, получается 2 свои, и остальные у меня были в субаренде. Всем, в принципе, арендодатели, точнее, знали, ну, с какой целью я снимаю. То есть я всегда, ну, без всяких там подводных вот этих вот камней, да, что многие как делают. Допустим, берут квартиру, ее сдают, а потом там арендодатели узнают, что, оказывается, вы сдаете посуточно, потому что по поводу посуточно тоже очень много стереотипов есть, что там, ну, сдают только там, типа, Называй вещи своими именами. для утех, ну, скажем так, да. Это, кстати, я когда снимала квартиру посуточно в Сыктывкаре, я когда звонила, я говорю, мне нужна квартира посуточно на сутки, там на двое. Они говорят, сколько у вас человек? Я говорю, я одна. Говорят, ну давайте вы, не надо врать. Да? Да. Говорит, 3 негра. В моем случае это не было бы враньем. Да, ну, вот, видишь, тем более. А сколько ты сейчас зарабатываешь? Сколько сейчас? Ну, ты знаешь, сейчас все Разрешила. зависит от меня. Допустим, вот в октябре у меня так получилось, что я там больше полумесяца в отпуске, да. Вот посуточно, вот, ну, у меня сейчас, допустим, как? Есть посуточно, есть не посуточно, есть недвижимость. То есть посуточно я не скажу, что я прям там много денег зарабатывала, потому что по сутки есть сезонность. Допустим, там какие-то праздники и так далее, аренду мне все равно нужно платить, а как? Ну, клиентов нету, да? Ну вот самое большее и самое меньшее количество денег, которое за этот год, например, было. За этот год, ну, самое большее это, ну, вот у меня был рекорд вообще в компании, где я сейчас работаю. Я сделала, вот, внесла валовую выручку 926 тысяч, вот, ну, зарплату я получила 520. Вот, ну, и плюс там посуточно, да. Ну, это я уже там посуточно, это так, из серии там на ипотеку закрыть, ну, такие вот расходы Ну, какие-то. это какие-то классные условия, если из 926 тысяч больше половины дают риэлтору, это круто. Ну, это комиссия твоя, да, и так Да, далее. да. Ну, так как я уже работаю давно, то есть у нас в компании тоже есть, ну, вот я главный риэлтор, да, кто пониже, то есть там процентовка немножко поменьше идет. То есть все зависит от того, то есть я вот этим вот валом, ну, все плюшки, грубо говоря, собрала, и вот самый круто. высокий процент. Вообще, прям Вот, молодец. поэтому, да, это было, ну, честно Ну, я говоря... видела твой пост этот, я тоже за тебя порадовалась очень, что ты стала лучше, и как бы, что ты самую большую выручку сделала, это клево. Какие вот ты для себя понимаешь, вот качества должны быть... Вот риэлтором могут стать далеко не все, да, и все равно в народе, как бы, ну, да, среди людей есть такое, как будто бы странное, негативное отношение к риэлторам. Понимаешь, да, про что я говорю? Это откуда-то идет с каких-то времен, да, непонятно с каких, но все равно люди достаточно агрессивно относятся к риэлторам, как будто бы с каким-то недоверием, скепсисом. Каким должен быть риэлтор человеком, чтобы вообще выдержать вот этот, на самом деле, негатив изначально к своей профессии, да, и чтобы вообще работать, чтобы зарабатывать в этом бизнесе?
Скажу так, на самом деле, вот когда я только начала я работать вот 1 мая 2020 года, началась пандемия, у меня вот эти все квартиры посудочно, там, грубо говоря, лавочка прикрылась, то есть 5 квартир мне просто пришлось вывести, да, и на тот момент я такая думаю, что делать дальше? Но, наверное, уже вот в начале 2020 года я была в запросе, что я хочу вот что-то типа туризм плюс гостиничный бизнес, но что-то другое, да. И потом я такая, а почему вот, не попробовать недвижимость? У меня работала знакомая как раз в этой сфере, да, и я позвонила, говорю, слушай, Лен, говорю, у вас там, может быть, требуется, не требуется? Говорю, у меня вот сфера похожая, да, мне было бы интересно. А она говорит, да, конечно, приходи. Я такая, класс. Потому что, на самом деле, это было непонятно, когда посудка откроется, не откроется с пандемией. Вот. И первое время я думала, у меня просто разорвется вот голова. Мне кажется, у меня вот волосы вот так вот дыбом стояли от того вот вообще объема информации, сколько всего я просто не ожидала. Сколько информации нужно вообще знать, там и налоги, и там юридические каких-то моментов, очень-очень много всего. И, честно говоря, было сложно. Первая моя сделка была через 3 недели после начала работы, но она благополучно развалилась. Прямо вот мы ехали с юристом в МФЦ сдавать документы и понимали, что там вот то у нас не состыковка, то не состыковка. И прямо вот по дороге в МФЦ она у нас вот, развалилась. Вот. А потом следующая сделка у меня уже, которая состоялась, была через месяц. Вот, но я смотрела на коллег, которые уже давно работают, да, они такие спокойные, да, а для меня это такой стресс, что вот я прям переживала, я вот это все прям через себя проносила вот эти все моменты. Сейчас я уже, конечно, вспоминаю это так, смотрю на риэлторов, которые сейчас новички приходят, я вижу, как им сложно, и скажу честно, у нас очень большая текучка, потому что со стороны это кажется, что, риэлторы гребут деньги, а на самом деле это очень такая вот, эмоционально тяжелая, потому что это не для всех, кто-то не может выдержать, вот этого вот, допустим, да, вы проводите, к примеру, вот съемки, у вас там, раз в неделю там, или каждый день, то есть вы приходите, такие уже на лайте, и также люди, вот, допустим, покупают квартиры. Я прихожу на сделку, для меня тоже на лайте, потому что я там несколько раз в неделю хожу в банк на эти сделки, для меня это как вот там, не знаю, сходить в магазин. А для людей это стресс, потому что каждый, допустим, есть кто вообще, там, им 40 лет, люди в возрасте, и они первую свою квартиру в жизни покупают. И они просто супер-мега переживают, и для них очень важна поддержка. Я не юрист, я это сразу всем говорю, то есть некоторые мне знакомые там говорят или пишут, просят, там, составь договор, составь нам вот это. Нам только вот договор, мы там все сами нашли. Я говорю, ребят, я не юрист. Я говорю, я риэлтор, я коммуникатор. Очень часто я чувствую себя психологом. Когда, допустим, у меня есть там покупатель, продавец, да, все, мы там друг друга нашли, я создаю чат. Вот, муж, жена, я там, дети, кто вот в основном принимает решения, да, и вот это я называю чат поддержки. То есть там... Часто там срачки бывают? Слушай, чтобы срачки нет, то есть я стараюсь как-то там, если чувствую, знаю, что там волна какая-то негатива, там, как сообщения могут отправлять только администраторы, всего сразу. Да, нет, обычно срачки там не бывает, но бывает напряженная остановка, да, которую как бы, стараюсь гладить. Но на самом деле бывает, что вот люди там без 15-10 или там в 11 там, вечера, пишут, да, я понимаю, что они волнуются, что завтра сделка, и, мне там нетрудно написать, успокоить. И, как правило, они волнуются, потому что есть какие-то незакрытые вопросы. Если мы вот эти все вопросы, я говорю, окей, я понимаю, что вы волнуетесь, давайте я вас наберу. Вот, и мы прям вот это все проговорили, все, они успокоились. И потом обратная связь в основном какая приходит, что Лена, откуда столько спокойствия? Откуда вообще вот, мы с вами начали общаться, и все, мы как бы вот все, мы за каменной стеной, мы все знаем, что все будет окей. Но, честно скажу, у меня вот иногда бывают такие дни, когда мне кажется, что вот просто я вот здесь, и вот у меня вот эти вот индейцы дыш-дыш-дыш-дыш стрелы летят. Это вот... А они попадают в тебя или там? Нет, слушай, у меня вот так вот каменная стена, но это, наверное, уже просто с опытом, что вот если, когда у меня была первая сделка, я вот прям все это через себя, а сейчас я вот, нет, у меня экран, и эти стрелы, они от него рикошетят. В обратку им же. В обратку отлетают. Я знаешь, какой вопрос? У меня и даже у многих людей на Авито долгосрочная аренда квартиры. Да. Тебе звонят, Лена. Да. Хотят квартиру купить. наверное, Ты можешь ответить, не ответить?
Или ответишь? Ну, я сегодня могу не ответить. А давай ответишь. Давай. Это кто звонил? Это клиент? Реклама. У тебя вообще постоянно, да, ты на телефоне, получается? Ну, вообще, да. Вот я говорю, если вот я до 9 часов... Давай ты на авиарежим поставишь пока что. А, ну давай. Можно так? Или клиенты будут Можно. сейчас А в чатах там- поддержки там сейчас... Не-не, там на колл-центр переадресация идет, так что все в порядке. Что ты, Свет, спрашивала? Что ты говорить? Да. Я хотела спросить по поводу долгосрочной аренды квартир. Вот это тоже странная ситуация. Квартира, и там есть риэлтор долгосрочной квартиры, и ты на Авито ищешь эти объявления, и ты вроде сам ищешь, но там есть риэлтор, кому ты платишь комиссию, и этот риэлтор что делает? Они приходят, точно такой же договор, как и с собственником, ты бы заключил, и все. Смотри, вот в таких ситуациях, да, что касается аренды, честно, вот если я могу по аренде найти вот классного арендатора, да, вот прям классного, потому что, так как я уже очень много времени в посудке, я бы вот по первому вот этому алло, есть алло, а есть алло, или там девушка, квартирку не покажете, все, вот мне вот это первое, вот, да, первое слово, я уже могу определить, нужен он мне или нет. Если там вот, ну, вот это алло, я сразу говорю, да, и всё, уже сдано. Ну, или, допустим, если по посудке звонят, я говорю, да, остались только 5-комнатные квартиры, я думаю, что вам не подойдет. Ну, вот как бы вот так вот. Но, скрываешь Друзья, только. если да. На вам заметку. сказали, что занято, не факт, что это занято. Может быть, надо поработать с голосом. Да, поэтому квартиры я тоже сдаю, если меня просят именно сдать. Честно скажу, вот те, кому нужно найти квартиры, да, это очень такая работа, времени занимает много, но по деньгам, ну, да, я этого не скрываю, там 3 копейки, поэтому я этим просто не занимаюсь. Я видела у тебя пост, в котором ты писала, что квартиру можно купить даже без первоначального взноса и без официальной зарплаты. Это вообще, я такая, что? Ну, как будто бы это из другого мира, и я такая, ну, неужели вообще это возможно? Это заманушка или это правда? Да. Нет, это правда, но без первоначального взноса можно купить квартиру, но не всякие квартиры можно купить без первоначального взноса. Да? Под программу, вот, ну, не скажу, что это программа, да, под этот момент подходят квартиры именно такие, ну, убитенькие, скажем так, по большей части, вот, которые с евроремонтом, красивые студии, мало площади, цена квадратного метра там 170 тысяч. Ну, к сожалению, нет. Такие квартиры под эту программу не подойдут, да. Какая самая дорогая этом плане. квартира в Сыктывкаре есть? Есть за 24, за 25 миллионов. А ты считаешь, что это там? адекватная цена для сыктывкарской недвижимости вообще? Ай. Когда можно за эти деньги купить, мне кажется, какой-то дом уже где-нибудь, да, наверное, на берегу чего-нибудь. Ну, я считаю, что да. Но эти квартиры, как правило, стоят там по 4, 5, 6, 7 лет, да. Серьезно, да. Они не думают о том, что Люди как-то хотят, цену понимаешь, снизить они надо? красуются. спешат, Они может не быть. спешат. Они вот, ну, я не понимаю таких продавцов, то есть они просто красуются. То есть мы А что просто там за 25 продаем. миллионов? Ты заходишь, и там Ну, ну, жир золотые унитазы? вот Да, это? ну золотые унитазы, то есть, как правило. Серьезно? Серьезно. Ну, там вот такое Это всё. не прикол, Света, золотые унитазы. Серьезно, есть такое. То есть там в позолоте это, как правило, несколько этажей, это площади около там плюс-минус 200 квадратов. И просто потому, что туда вложена вся любовь, все вот это вот, понимаешь, люди Чаще всего просто... безвкусно, на самом деле. Я Да. такие периодически вижу квартиры на Авито. Ну, так, знаешь, что-то случайно попадается. Мне не нравятся они. Да, есть, на самом деле есть стильные, да, но вот правильно сказали, что да, Когда пьем из золотых почти ну да, давайте. Давайте, девочки, Да. выпьем самогончика. Кто вот эти люди, которые вот как за хлебом есть, которые приходят и вот квартиры покупают? Вот они вообще что делают? Вот такой пришел, такой карточка, типа приложил карточку и такой, 10 миллионов, там, ну, типа, вот еще 100 у меня осталось. Где искать этого мужика, Света? Давай конкретный вопрос, да, который вот это делает. Ну, на самом деле, да, чтобы вот там 10 миллионов выложил,
Ну, честно скажу, у меня такого наличкой, наверное, не было. Вот, самую дорогую квартиру, ну, вот как раз-таки я продала, ну, да, за 10 миллионов. Вот, но у меня были покупатели, покупали вот эту квартиру, но в ипотеку, то есть там не было там вот пачки пятитысячных, да, и все, расплатились, мы пошли. Ты много работаешь, а у тебя есть время на личную жизнь? Свидание? как ты Или, вообще может, мужчина её есть, проводишь? парень, муж? Ну, на самом деле, сейчас этот фронт у меня свободен, да, но я не скажу, что я прям в активном поиске, нет, у меня нет такого. Вот, я занимаюсь собой, да, я стараюсь вот это балансировать, да, чтобы не уходить в минус, чтобы не было выгорания, потому что смотрю на некоторых коллег, которые вот, ну, даже там недавно работают, что они работают, потом сидят такие, блин, все задолбало. Я вот, ну, стараюсь до такого не доходить, да, я стараюсь отдыхать. Суббота у меня, как правило, выходной. Я беру телефон, но если там что-то кто-то хочет посмотреть, я говорю, давайте, ребят, в воскресенье. Сегодня вот Давай не будем так-то и около так-то. да около, что с мужиками? Не-не-не. Все опять про работу. Пока да. Да, мы что-то про работу, да. Ну, с мужиками на самом деле пока ничего нет. Вот. Ну, я, конечно, очень интересно. Ты мечтаешь об этом, ты хочешь Да, в этом да, направлении чего-то? да, я хочу. У меня, ну вот на этот год у меня, допустим, там цели были, чтобы я была в числе топ, чтобы я путешествовала, да, там раз в 3 месяца, то есть все эти мечты свои исполнила. Следующее, это у меня, конечно, семья. Вот, хочется, естественно, уже, ну, какой-то семейной, личной жизни, да. И, в принципе, я, ну, честно скажу, я работаю в этом направлении, да, то есть я там развиваюсь как женщина, там женственность, да, то есть тоже как бы этот вопрос про меня актуален. Вот, хожу на различные мероприятия, да, где вот, Где одни бабы опять только ну, где сидят. одни бабы, да. Как вчера, например, да? Один-единственный мужчина, и то встал, сказал, что он звезда. И это объективно. Да, да. Вот, ну, я считаю, что... Это не я сказала, это он сказал. В смысле. Нет, честно говоря, я побоялась, когда, ну, я там немножко вчера задержалась, когда он сказал, что давайте идите ко мне все обниматься. А мне тоже, кстати, не захотелось. Я Меня такая, Света заставила с ним объяться. Она такая, иди обнимайся, иди обнимайся. Ну, как бы мне не хотелось ни с кем обниматься с незнакомым. Я вообще с незнакомым людьми не люблю обниматься. Такая, ну ладно, раз тут все обнимаются, хорошо. Но я вообще такого не люблю. Когда он в конце такой, кто идет обниматься? Я такая, подальше оттуда. Света Зинкова там сразу такая, уходи, не будем обниматься. Мне кажется, он не придет к нам на подкаст. А мы это вырежемся. Я сейчас скажу сумасшедшую вещь, но в целом, да, какие еще могу вещи говорить. Я услышала от одной женщины, что если вы хотите, чтобы у вас появилась семья, классные отношения, то вы представляете, что они уже есть. И вот, например, прям откладываете, говорит, время, вот вы, например, дома одна там или что-то делаете, представляете, что вы уже с мужчиной. Визуализировать, да? Да. И я такая пью какао, и я такая, ну вот мы сейчас вдвоем сидим. Мне кажется, это первый шажочек в эту шизофрению будет. Знаешь, если ты будешь на двойных накрывать там... Прикинь, если я еще буду говорить. Да, да. Просто с пространством. Ну, Ну это вот она сумасшествие. говорит, что это типа важно, потому что мы заполняем свою жизнь, а если, говорит, у вас появятся отношения, то вы же будете на свидание ходить, вы будете проводить с ним время, и вам нужно уже отложить какое-то время в своей жизни, что вы будете, ну там, ну что у вас отношения, типа нужно уже как-то думать. Безумие. Думаешь? На самом деле, ну вот ты сказала шизофрения, точнее, Я. Ника ты сказала, да. Но у меня напротив кровати в спальне, мы, кстати говоря, там с ребенком вот на Новый год нашли в интернете там фотографии семьи, да. У меня Вова, сын, очень хочет сестренку, вот, и мы искали фотографии, где, ну, выбирали прям, где девочка помладше, а мальчик постарше. И у нас вот эти вот фотографии семьи, что как будто вот мы там в отпуске отдыхаем. Визуализация, она у меня прям вот напротив спальни, на стене, мы там это все как бы, я распечатала эти фотографии в цветном варианте, и вот это у нас такая стена визуализации. Так что, ну, я в это на самом деле, это все классно, это работает, ну, в различных сферах, да, и в том числе, я думаю, что в личной жизни я вообще 100% уверена. На самом деле я вот там не хожу, не ною там, что вот, у меня там нет мужика, там, на-на-на-на-на. Вообще, это, ну, я такая думаю, всему свое время. Я вот сейчас, мне классно, я наслаждаюсь жизнью, я думаю, что вот... Не буду каждый мужчина счастлива я потянет еще внутри. тебя, мне кажется. Ты такая мощная. Тяжело. Ну нет, ты не тяжелая, ты очень энергичная, и плюс у тебя очень развита все равно вот эта, как говорят, мужская часть, знаешь, это работа, бизнес, зарабатывание денег, то есть ты энергичная, ты
сильная, ты самодостаточная очень. То есть ты и не выглядишь, знаешь, как женщина, которая типа а-ля там в поиске. Поэтому, ну, не все тебя выдержат. Ну, это да, я согласна, что... Нам нужен нормальный мужик, Нормальный. который выдержит тебя. Но с другой стороны, ей ведь один только нужен. Да, мне не, вот я говорю, мне В не смысле, надо один? кто-то, чтобы был. А Зачем сколько? мне это надо? А, Миш, ты мужик один? Ну да. Ну, понятно, один, я про многих и не говорю. А что за вопрос? А что за вопрос? В смысле один? Я говорю, не выдержит, ну, сложно найти мужчину, понимаешь, Да. когда ты сама очень ведь крутая, самодостаточная. Не Да. каждый мужик, ее боятся мужчины, может быть. Она красивая, она занята постоянно, она спортивная, ходит на Зарабатывает мероприятия, хорошо. зарабатывает столько, да, и мужик такой смотрит, думает, я даже подходить не буду, я просто лох. А сколько тебе, Лена, лет? 37. Еще и выглядит потрясающе в 37 лет. Спасибо. Первое, что сегодня я бы хотела провести, это метафорический риэлтор. Ага. То есть тут вот у нас квартиры, Вы дома. заметьте, как у нас, какой рост пошел. Вероника на первых выпусках вообще слышать ничего не хотела про энергии, а сейчас вон метафорические карты. Глядите, и натальную карту мы сейчас будем рассматривать у Вероники. Мы, кстати, все ждем этого. Кто к нам? Мы ждем, посылаем запрос во Вселенную, чтобы к нам пришел. Кто эти люди? Как Ну, их называют? нумеролог, астролог. астролог. Таролог. Да. Ну, таролог уже это другое вообще. Да, это все примерно одно. Там всё вокруг Рейки, вот эти все штучки, Это чтобы человек, кто вообще это все разное. практикует, к нам Рейки пришел. это я, если что. Да? Да. Ну, хорошо, ты здесь, значит. Давай тогда вот к этому перейдем. Смотри, здесь разные образные картинки, да, которые, ну, мне кажется, как-то все-таки связаны с жильем, с домами, с квартирами и так далее. Я предлагаю нам со Светой вытащить по картинке такой, и чтобы ты, как риэлтор, только метафорический, да, риэлтор, нам истолковала их. Ну, давайте попробуем. Светик, тяни. Я, честно говоря, думала, что я буду вытаскивать. А ты тоже можешь вытащить Да? себе. Блин, ну это чисто я вообще. А ты не толкуй это, давай нам будет растолковывать профессионал. Давай. Ну давай, передавай ты первая тогда. Кому? Ну, Лене? кому? Конечно, она же А. риэлтор. А, я должна истолковать, Да. да? А зачем я прятала? Я не знаю, зачем ты придумала. Ну, вы же раньше говорили, да, что покажем, Да. Можно Вот. показать, не знаю, там, наверное, будет видно. видно, не видно. Да, но я думаю, что Света на пути к своему замку. Да, причем Но тут только почему ты вот такая вот какая-то, как будто Тут- ведьмичка? Не раскрывай все карты. Зачем это все надо? Тут, видите, на картинке, тут просто, я даже чуть расстроилась. Тут такая старуха уже идет к дому, если я только в То есть ты к старости. этому, Я к пенсии просто- подкопишь. Да, я хочу просто дома жить. Я деревенская женщина, Ага. и поэтому мне важен дом. Я люблю там босой ходить по земле, там по траве. Мне важно выходить и там из дома сразу солнце встречать. И вот, ну, только это вот походу к 80, походу, будет. Не знаю, но тут замок уже зато. Да. То есть, может, ты долго будешь копить? Короче, чтобы не мелочиться уже сразу. Да. Ну, причем это замок в книге вообще. Типа, бумажный дом построю. Ну, вот какой есть, на какой накопила. Не, ну на самом деле, если ты хочешь, сейчас же очень много программ у нас по строительству и так далее, то есть ты выбираешь себе земельный участок, ну вот в том месте, где ты хочешь, и вот примерно ты должна, ну, понимать, что ты хочешь, сколько комнат и так далее, проект делаем, дом строим, в принципе, сейчас все реально, ну, не за такие вот там замки, не за замочные цены, ну, если что. Надо выбрать участок. Надо выбрать участок, да. Так что, С Леной пообщайся потом. welcome. Нет, тебе, кстати, надо. Мне кажется, тебе прям нужно заняться вопросом дома. Потому что это клево, если у тебя будет дом, Да. прям дом, баня, вообще тебе это О. все будет так идти. Я еще на банщицу хочу отучиться и парить. И хороводы хочу научиться водить. Тем и вы более. будете приезжать, будем наряжаться в льняные платья, хороводы водить, бани париться, самогончик пить. А Лена ж не пьет. А что ты тогда пьешь? Я визуализирую водичку. Пью самогон, но это типа водичка. Так, теперь мою расшифровку. Я тоже взяла. Да-да-да-дам. Вау. Вау. Что у меня, как ты думаешь? Что меня ждет? 3 детей? Ничего себе.
Видно, не видно? Покажем. Паша, муж Вероники, за камерой просто сейчас. Так, Нет, не 3 детей. не знаю. Но, Вероник, честно говоря, я думаю, что у тебя будет все классно, потому что тут такая позитивная картинка. Вот. Но единственное, что вот эти вот, ну, как бы, если это дети, что-то они вот, ну, не знаю, борщишь ты, походу, с ними что-то. Да? Ну, вот такие лица у них не совсем Мгм. счастливые. А может, это 3 квартиры? Как вариант. Мне больше нравится. 3 студии, да? Но вот это вот побольше, это поменьше, а это совсем прям маленькое. Но это Да. может быть какая-то комната в общежитии. О, мне нравится, да, Как это всё. вариант. Ну, либо Да? конура, там, как бы, как получится. Да, давай картинку покажем, чтобы можно было ее вывести к нам. Мне нравится, но я такая тоже шальная, да? Да, с пулей в такая голове. вообще прям Нормально. огонь, женщина-огонь. Хочешь себе достать тоже? Давай, ну там только по недвижимости. Ну, нет, тут вообще это метафорические карты, но ты их можешь читать, ну, так как у нас тема твоя, можешь читать их как бы с недвижимостью. А мы тебе можем расшифровать. Ну, окей. Ну-ка. Ну, мужик у тебя будет, это точно по этой картинке видно. Причем он такой. Удивленно. Ну, он в ахере, потому что, извини, он на унитазе сидит, а она зашла. Ну, потому что, видишь, тут маникюр, а это точно ее рука. Причем, может быть, Лена за ним пришла, потому что он тут сидит на унитазе, смотрит мужские журналы с голыми женщинами. И она такая: собирайся, мы идем ко мне. Мы переезжаем. Визуализировала, и тут я открыла дверь и пришла сама, да. Ну, квартира тоже клевая, кстати. Да. Окно в ванной. Это, я считаю, Вот. ну, Но уровень, это да? дом, это 100% Это дом. дом частный, Потому что да, в думаешь? квартирах, ну, такое редко бывает. Ну, либо это за граница, может быть, где-то. Знаешь, там, во Франции, окно в ванной. Вот, кстати, очень крутые квартиры в Москва-Сити, там, где панорамные окна и ванна стоит. Ну вот я очень хотела переехать в Москву в какой-то месяц, и я передумала. Мне нравится все-таки в Республике Коми отсюда выезжать куда-то. Но здесь нет таких квартир. И, Как это нет? ну, нет. Ну, Лена тебе найдет. окно в ванной именно? Или Прям панорама? панорамные окна с такими... Как в Москва-Сити нет квартир Есть. в Мы с Сыктывкаре. Пашей такую квартиру смотрели даже. С панорамными окнами полностью. Вся квартира панорамные окна. Серьезно? Но это именно Да. квартира. Олимп, да, в Олимпе на последнем этаже. Есть, точно, есть. Они есть. сдаются? Нет, она была полностью пустая, ее можно было купить. Кстати, тогда она стоила вообще недорого. Прям, ну... Просто мы испугались этих окон, потому что... А там еще высоченные потолки, потому что это было лето, и было непонятно, что с ними зимой, какая там вообще температура. Ну, как бы такие окна. Да, в просто Олимпе севери. такие попадаются, и там, кстати говоря, иногда выходят на продажу как раз-таки черновые. Я считаю плюс черновых в достроенных домах в том, что ты вот пришла и сделала все, как тебе надо. Потому что вот это панорамное окно, оно у тебя может быть там, ну, как бы по-разному обыграно. Ты можешь как быть, раз его в ванной замутить, да, себе или нет? ну, может да, может нет, там надо смотреть планировку. И А где какой ты этаж. родилась, Елена? В Сыктывкаре, В Сыктывкаре? И Да. вы здесь жили в частном доме? да. На центральной улице, и до сих пор у меня мама там живет, и как бы все А прекрасно. где у нас на центральном сейчас? Октябрьский проспект. Ага, на Октябрьском Да. частном доме, да? Да, и у нас вот когда Я пандемия- думала только в деревнях. Нет. Ну вот, может быть, на самом деле, да, Ну, повезло. без удобств, в смысле. Но сейчас уже есть удобства. Мне уже 37, тогда было 22, когда я ушла из родного дома. Когда выпорхнула из гнезда, да. Сейчас у нас уже есть газ, горячая вода, ну, отопление за счет газа, и, ну, в принципе, ну, Ну, и единственное, ликвидность, нет душа. наверное, этого жилья тоже поднялась, ведь, скорее всего, частные дома. Ликвидность не сколько дома, сколько именно земельного Земли, участка да-да-да. в центре города. Да, Да, конечно, это это в вообще. любом случае стоимость каждый год растет. Но вот сейчас обращаются, да, у нас же сейчас ставки по ипотеке тоже подскочили где-то примерно там на плюс-минус 3%. Вот. И не надо этого бояться. В любом случае, ну, как говорят по прогнозам, как будто бы после Нового года ставки по ипотеке должны снизиться. Есть такая как программа, как правильно сказать, рефинансирования. Да? То есть в любом случае, если будет разница 3%, то есть люди также придут, подадут заявку в банк, и в другом банке перекредитуются и, в принципе, выйдут на тот же процент. Потому что стоимость, ну, я не знаю, вот, ну, сколько я работаю, ну, не было такого. А о чем ты мечтала в детстве? Так, детство. В детстве я танцевала,
ходила, ну, может быть, как мечта любой девочки, там, балериной стать, гимнасткой, ну, вот что-то вот меня в такое тянуло. А в один момент я ходила, помню, на 7 кружков, и театральный, и хореография, и танцы, и что-то там мягкие игрушки шила. Ну, все по чуть-чуть пробовала, вот то, что в бассейн ходила. Вот, ну, тогда, конечно, я там не задумывалась, что такое риэлторство, а про туризм, путешествия, ну, честно скажу, я не из богатой семьи, у меня мама преподаватель, она всю жизнь растила меня одна, вот, и поэтому там, ну, тоже мы там не путешествовали, вот, а потом поняла, что, да блин, жизнь классная штука, надо вот именно себя проявлять, проявляться, активничать. То есть меня в школе все время привлекали какие-то активити. Если какое-то выступление, я такая: «О, этот день завтра, он будет такой насыщенный, там сначала там, что-то макияж делали, потом репетиции. И я прям ждала этого дня, мне прям я вот энергию получала. А есть какие-то законы жизни твоей на сегодняшний день? Ценности? Ценности, естественно, да, это, ну, уважение непосредственно к старшим, да, это всегда вот, ну, честность, стопроцентная честность, четкость в действиях, да, то есть я, ну, не могу никогда никого там обмануть. Вот, может быть, есть у меня такой вот, ну, как бы момент, да, несмотря на то, что там я риэлтор, да, вот по времени я не всегда могу рассчитать время. Вот у меня есть такое. Хотя я вроде стараюсь, да, там прибежать без 1 минуты, но иногда бывает, что вот плюс-минус, но я об этом всегда предупреждаю. Вот, я всегда открыта с людьми, говорю как есть. В принципе, Сколько на сегодняшний день ты квартиры продала? вообще, в общем, в целом, Ты не ведешь такой? я не подготовилась. Я не могу тебе ответить на этот вопрос, но я думаю, что там плюс-минус, наверное, около 90 сделок или около даже 100 уже прошло. Потому что в компании у нас, вот я получала, сдавала экзамен, получила главного специалиста по недвижимости, то есть это самый вот как бы, ну все, выше некуда, да, по вот званию, по процентной ставке, скажем так. Это уже было больше года назад, и тогда у меня было 60 сделок. То есть за этот год у меня больше, ну, я думаю, наверное, около 100 примерно. А ты бы хотела свое агентство риэлторское открыть? Хороший вопрос, и на самом деле я этот вопрос, там, друзья, коллеги мне иногда задают, и я говорю: нет, не хочу. Почему не хочу? У меня есть вот квартира посуточная, я этим бизнесом до сих пор занимаюсь потихонечку, да, потому что я не буду заниматься именно риэлторством, да, я буду заниматься там вот всякими какими-то организационными моментами, вот этим всем не хочу. Ну, круто, что ты это четко понимаешь, Да, знаешь, то есть нет амбиций, меня, которые да, нужны. меня вполне устраивает, то есть я работаю в большой компании, я вижу, то есть в чем вот могу дальше развиваться. Недавно, сколько там, 2 дня назад я прилетела непосредственно с большого мероприятия в Сочи, где как раз-таки лидеры собирались со всех городов, было больше 1000 таких же вот риэлторов, как я, да, чем люди занимаются, то есть каждый специалист в своей сфере. Есть у нас межрегиональные сделки, да, есть вот именно там, где люди инвестируют. Мне, наверное, вот по большей части вот ближайший год, 1,5-2, да, им будет вот интересно заниматься именно вот этим вот. Межрегиональные сделки, они в себе объединяют. Допустим, вот у вас есть там какие-то деньги, ну, к примеру, свободные, да, мы их можем вложить, купить квартиру. В Сыктывкаре, возможно, инвестирование не так выгодно в недвижимость, а именно вот в других городах. Вот это вот мне интересно. Я даже, наверное, там, если будут какие-то брокер-туры. Вот я, кстати, Мне обалдела от интересно. этой информации, что в других странах, там в Египте, в Турции, квартиры стоят даже дешевле, чем у нас в Сыктывкаре. Хотя там, ну, климат сильно лучше для человека, для здоровья, чем Ну, не здесь. у факт. нас. Жара лучше, чем холод, думаешь, для здоровья. Это Для такая кого-то, очень... да, если вот, когда люди же приходят уже взрослые к врачам, то им говорят, например, там, вам надо поменять климат северный. Я люблю зиму, мне нравится холод, мы отопление до сих пор, например, не включили, потому что мне хорошо. Но я тоже и жару люблю, но как бы говорят, что горный климат, минеральные воды, это же там все по-другому уже. Ну, понимаешь, одно дело, когда ты едешь отдыхать, а другое дело, когда ты постоянно живешь, да, то есть вот у меня был опыт жизни за границей, и я тебе скажу, мой организм просто офигел, когда вот, ну, лето прошло, а потом я приехала в Сыктывкар там на перевизу и улетела в Таиланд зимовать, и такой мой организм: а что, снова лето?
И, честно, я себя не очень хорошо чувствовала. Вот мне прям хотелось зимы, снега, вот этого холода. Ну, как бы, чтобы дома было тепло, но на улице было холодно. И первый год это просто какая-то Я вообще в жаре такая не могу работать. ломка была. Да, то есть мозг плавится, понятно, что это все адаптировано, кондиционеры и так далее, но это нет. Я, честно, когда я вот за границей все вернулась в 2014 году, мне кажется, наверное, 3 вот лета сыктывкарских таких, ну, относительно прохладных, да, южных стран, я просто, вот, мне кажется, вот с меня пар выходил, я остывала, потому что я там за 5 лет так нагрелась, что я просто... Было лето 15-го года, оно такое, вот я все целое лето, помню, в ветровке проходила, и все говорили, фу, такое лето там холодное, ой, я просто кайфовала, я просто такая, о, мечта, серьезно. А есть у тебя на сегодняшний день какие-то проблемы? И какие? Если странный вопрос. Знаешь, такое ощущение, что давай, а если нет, то мы их устроим. Слушай, ну так что проблем нет, наверное. У меня есть 2 ипотеки, которые я плачу. А тебя вот не напрягает этот вопрос? Честно, нет. Я, мне кажется, А я чё взяла напрягаться? 2-ю ипотеку, меня наоборот это мотивирует. Да? Да, вот я думаю, что если бы я не взяла 1-ю ипотеку, возможно, у меня бы до сих пор не было квартиры своей. Потому что, знаешь, так вот накопить, на самом деле этот опыт, наверное, пришел ко мне от мамы, потому что у меня мама там, когда была молодая, она тоже хотела жить в квартире, да, и вот она говорит, как только вот я там накопила, раз там дефолт там или что там было, и вот там, грубо говоря, там эта 1000, она стала там 1 копейкой. И вот в ее жизни это было там, по-моему, 2 или 3 раза, и как бы вот этого, да. И потом, когда вот она очередную сумму накопила, говорит, Лена, все, бери ипотеку на себя. И вот мы все там взяли, успели, и как бы, ну, классно, наоборот. Но лучше же жить в своем, чем я буду арендовать. Ну, хотя сейчас я так говорю, да, громко, хотя я сейчас на аренде живу, но, честно говоря, я вот пересчитывала, пока мне так экономически выгодно. Вот, и 3-ю квартиру, которую я сейчас вот в этом году купила, в новострое, дом еще строится, я думаю, потом, когда он построится, продать и уже купить вот себе. Круто. И платить, ну, вот непосредственно за свое. То А есть ты у меня своему план сыну на такие. 18 лет квартиру подаришь? Я подумаю. Я, ну, просто все по-разному рассуждают, да, с одной стороны, может быть, я ему дам вот так же, как мне мама в свое время на первоначальный взнос, а чтобы он ипотеку саму платил. Потому что если вот мне купили квартиру, у меня, наверное, дальше мотивации не было, ну, что-то делать. Да, сразу человек расслабляется, тут тем более мальчик. Ну, я его воспитываю прям, ну, я, может, иногда там бывает жесткая. Но нет, я его очень люблю, но вот в плане то, что вот ты мужчина, ты там, давай мне сумки там неси, да, ну, как бы в 6-летнем возрасте, сколько он может, то есть я ему вот эти как бы все равно даю вот такие вот моменты. И в плане квартиры... Напрягаешь его сразу, да? Да, в плане Честно. квартиры, я думаю, что да, я тоже его буду напрягать. Возможно, я ему помогу с первоначальным взносом, а дальше пусть как хочет. А ты веришь вот в то, что в каждой квартире есть какая-то типа душа или как вот домовой, типа, и вот когда ты покупаешь, ну знаешь, там, когда люди покупают особенно вторичку, там, знаешь, Энергия. кто-то, это, кстати, я думала, что ты задашь этот вопрос, знаешь, кто-то там, ну, в этой квартире, может быть, там кто-то умер, там еще что-то плохое, может быть, случилось, и остается ли это в квартирах вообще, люди вот переживают о таких вещах? На самом деле есть такие квартиры, вот заходишь и прям вот, ну, она такая тяжелая, конечно, да. такая тяжелая, и люди на самом деле долго ее не могут продать. У меня был такой случай, когда, ну, уже больше года назад, вот, квартира стояла на продаже, да, то есть другое агентство занималось продажей, ну, то есть там что-то вроде, что-то вот, но все никак. Да, и ко мне обратилась моя знакомая, говорит, ну вот попробуй ты. Я, честно, я была в шоке. Я пришла в эту квартиру, ну там получается такая ситуация, пандемия, у них умерла мама, и они эту квартиру, ну там пополам с сестрой, у них были доли, они вот поэтому ее продавали. Но я первое, что сказала, я говорю, Оля, я говорю, вот я не буду фотографировать, пока здесь не будет генеральной уборки. Ну потому что это просто жесть. Ну, не то, что вот там квартира, там вот такая, ну, понятно, что там уже полгода никто не жил, и, ну, там реально уже пыли сколько было. Ну, и вообще вот эту вот ауру, мне кажется, ее надо было отмыть. И я предложила там, да, все клининг сделали, но буквально там через месяц-полтора все, мы ее продали. Ребят, давайте, если вы хотите продать квартиру, вот, ну, послушайтесь моим советом, потому что это очень бросается в глаза. Тут мелочь, и уже впечатление, ну, сами понимаете, как бы, ну, складывается квартира. А давай ты пока вспомнишь забавный случай. Мы вообще 3 конкурса хотели сразу провести. Просто пошел дальше разговор, ну какой сейчас мы сделаем? С ключами. С ключами, хорошо. Так, София.
Я подам сначала. И нам, конечно, хочется какой-то очень забавный случай Или услышать. знаешь, вот, ну, может быть, про каких-то душных клиентов можно было бы тоже послушать. Ты пока подумай, а я расскажу, Ага. в чем сейчас будет у нас суть. Смотри, у тебя развита чуйка уже, понятно, да, профессиональная твоя. По квартирам, наверное, ты можешь, в принципе, с человеком пообщавшись, даже понять, что ему за жилье нужно, хотя он сам еще не допер до этого, да. Вот, как я такая, Свете уже поставила диагноз, тебе нужен дом с баней. Да, да, я Вот. точно Мы сейчас предлагаем тебе, мы тут командой пособирали свои ключи, а ключи это всегда, мне кажется, тоже узнаваемая такая штука, да, потому что мы бы хотели тебе предложить угадать, вот просто попробовать, кому чьи ключи принадлежат. Я сейчас вкратце скажу про тех людей, чьи ключи это. Ага. Значит, у нас тут ключи Светы, Ага. Светланы, да, ну вот Светик наш, Ага. да. Здесь ключи мои, ключи нашего администратора Марии, вот она, Ага. и ключи нашего оператора Льва, Ага. да. Вот. Говорите про что-то, про кого-то, или ты уже поняла все? Так, вот это, мне кажется, это мужские ключи. Ну, во-первых, потому что их здесь очень много, то есть, ну, женщины обычно такие связки, ну, не таскают, да, но потом здесь такой вот брелок, ну, я думала, что это, они сначала так лежали, я думала, что это зажигалка какая-то, ну, вот что-то тут с огнем, не знаю, связано. Вот это, я думаю, что вот такая мужская связка ключей. Так, так, Вероника, Мария, так, улица Индустриальная. Угу. Индустриальная Ну, вот 9. Индустриальная 9. Так, это ЧОВ. Блин, ну я не знаю, кто в ЧОВ. Нет, это... Индустриальная. Это недалеко, кстати, здесь. Нет, это я перепутала. Так, ага. Света, мне кажется, почему-то это твой ключ. Да? Давай. Я угадала? А как ты В придумала? конце. Почему по логике пошла? Ну, потому что Света живет на аренде, а на аренде обычно много ключей не дают. То есть вот минимум набор, ну и почему-то вот сразу я подумала, вот это вот такое тяжелое мужское, это вот у Светы. Так, а вот это, блин, даже не знаю. Остались, получается, я и Маша. Да, ты и Маша. Вот Маша стоит у нас, а вот я, собственно, сижу. Но мне кажется, вот это Маша, а это ты. Все, да? Да, Раскидали. да. Ну, слушай, ты угадала только меня. Ага, да? У нас видишь как. Так, это мои ключи, да. Ага. Это мои. Это ключи Льва. Минималистичность, мужчина, Но он минимал. тоже на аренде, да? Да? Ты Да. тоже арендуешь, да? Аренды, но я в целом минималист действительно. Ага. Это ключи нашего администратора. Она все у нас администрирует, понимаешь? У нее сколько у нее администраторских. Причем она очень утонченная, Да. очень красивая. Маша, кстати, у тебя сколько квартир? 3? Тогда все реально, тогда понятно. Поговорим про это потом. Это ключи Светы. Ага. Ну, я думала, что здесь можно немножко рассказать про нее брелок. Она типа такая любит у нас природу, там по земле ходить, вот это все. И индустриальная 9 это ключ от этого платформы 9 творческого пространства. Это вот этот брелок с деревом тоже оттуда. Я вчера потеряла еще ключи от телеканала. И вот, ну, здесь, короче, еще от деревни, вот от квартиры. Ну да, я обратила внимание, что ключи такие вот, ну, небольшие, не от таких вот капитальных. Ну вот, вот это вот от капитальной двери, а остальные... Это вот квартира, да. Ага. Так, убираем тогда, да, ключи. Ну, это прикольно тоже. Так, не забудем потом забрать. Ну что, мы сразу третий Эти тоже можно. сделаем, да? Да. Сейчас у нас такой, я предлагаю провести немного такой актерский конкурс, ну не конкурс, а как какой-то интерактив, да. Он вообще называется «Стул возражений». Не знаю, может быть, вы играли в него в агентстве? У вас есть вообще какие-то, типа, тренинги, такое, что вы же проводите? Тренинги, наверняка, да, есть. Но у нас, вот, допустим, когда новички особенно заходят, то есть у нас же профессии риэлторов, ну, вообще нигде не учат, нет же такого нигде. Вот, да, они проходят обучение и вот различные тренинги. А потом уже, ну, бывает различных спикеров, вот таких вот крупных, там, с Санкт-Петербурга, с Москвы заказывают, ну, это уже для всех.
Мгм. Вот, ну, я так, честно говоря, сама там в интернете постоянно что-то кого-то слушаю, чтобы, ну, там, Но ты Быть в 100% умеешь круто работать с возражениями. я считаю, что да. Да, потому что, мне кажется, человек, который приходит смотреть квартиру, он только и делает, что возражает там, наверное, да? Потому что его задача, типа, снизить цену, да, это бесконечное количество возражений, вот, а твоя задача отбить их, да, поэтому мы сегодня со Светой будем супружеской парой, Ага. возрастной парой. Вот этой вот. Мы будем, ну, Свет, ты будешь дедом, даже немножечко реквизита для образа. Это на усы? Это можешь завязать шарф, вот твоя кофта, шапка. Да, мне кажется, только вот этого не хватало в моем образе. В принципе, да. Так, это я тебе не буду давать уже. Ну, просто голова болит у этого деда, поэтому он... Так, а вот это вот мое будет. То есть мы пришли с тобой смотреть квартиру, да, как бы ситуация. Вот. И Лена, она наш риэлтор. Нормально с этим? Ты как кукла Вуду Пусть с будет этими шмаками. А я Петрович. Ну, вот мы Ко мне такие, только- ну мы должны быть недовольны, знаешь, такие два. Конечно, как в жизни. Да, и мы будем Недовольный накидывать дед. разные возражения свои по тому, почему нам не нравится эта квартира. Ну, квартиру представим вот это, да, место, где мы сейчас сидим. Вот. Это усы. Да, а Лена должна будет нам эти возражения отработать. Здравствуйте, Елена. Мы вот тут с моей женушкой, с бабулечкой, это моей, хотим недвижимости прикупить. И, значит, размышляем, да, что вообще хочется. Она, представляете, мне что говорит? Она говорит, золотые стены хочу. Говорит, я же, говорит, с Армении. Да ведь? А я ей говорю, я-то в лесу вырос, мне дом нужен, на земле надо ходить босиком. И нам надо как-то вот, мы вот что-то, что вы нам можете предложить? Бабка, а ты что скажешь? Я думала, мы эту квартиру конкретно смотрим, вот эту вот. И мне здесь не нравится ничего. Вот эту? Петрович, ты куда меня привел? Так а что тебе не нравится? Это вот наша вся молодость. Тут вон смотри, телевизор. Для начала полы. А что тебе, полы есть и Они ладно? скрипят. Так Лен, они- скрипят полы. Так они под твои кости уже битбокс Да не ты мне отбивают. возражаешь, а Лена. Давай первое. Полы скрипят. Вот Ну, не нравится. господа, да? Господа, госпожа, господин, наоборот, точнее. Смотрите, вот я, допустим, когда у меня там возникает там, и так далее, давайте вернемся к стоимости квартиры. Да, ребят? Она завышена. Завышена? Конечно, она Ну, высоченная. смотрите, в каком районе находится эта квартира? Да, это Шумном. же почти Красная площадь. Ничего себе ты, баба! Ну, здесь На близко к старости. поликлинике. И сразу к Правильно, этому. правильно. Когда Где люди в Ленин возрасте? лежит? Как это называется? Мавзолей. Мавзолей. И к мавзолею, Там да? же ляжем. А что вы хотите? Это наоборот, это раритет. То есть за это здесь нужно доплатить. То зато близко к поликлинике, мавзолей, остановка автобуса там к 6-го, какого 6-го, да? Это вообще факторы, которые очень сказываются на стоимости квартиры. А с полами-то что будем делать? А с полами, вы знаете, у меня есть знакомый мастер, он так очень незадорого делает, так что я, пожалуй, вам познакомлю с ним. Не задорого. Это вот сколько вообще? У нас вот пенсия 13 500. Нам как? На сколько полов нам хватит? Но у нее тоже еще есть 13 500. У нас вот 27 получается. Мы где вообще? В Москве? Допустим, да, в Москве. Я думаю, что мы ипотеку оформлять, наверное, не будем, но мы договоримся Конечно, у нас мы вон чемодан денег принесли. рассрочки. Всю жизнь копили, да? Всю жизнь копили, на полы точно хватит. Слушайте, мне не нравится, знаете, что в этой квартире? Ну Что давай, здесь, что тебе опять не нравится? Мне не нравится, что здесь теневая сторона. И все мои цветы, Теневая это всё сторона коту под здесь хвост. это только ты. Давай-ка не теневая будем. сторона. Вот, Лена, я хочу, чтобы она мне дала ответ на мой вопрос. А вы любите жару? Ну, В зависимости от вашего ответа.
Но на самом деле, когда вот, допустим, летом жара, да, а тут вот, ну, смотрите, как вы будете проветривать? Никак. То есть вот наоборот, вот эта теневая сторона, я считаю, что вот в данной ситуации это плюс. Цветам вот такое прямое солнце им тоже не нужно. Вот еще мне, знаете, что не нравится. А вот Ну. мы вот с 4-го этажа как вообще будем спускаться? Раз в неделю или что? Вот мне вот это тоже не нравится, Я тоже про знаете. это думаю, потому что с твоими ногами, знаешь, с 4-го этажа. Я хочу Если сказать, только что вот скатываться. это... Не, скатываться не надо. На самом деле 4-5 этаж, они продлевают молодость. Вы знали об этом? Вот вы до спортзала же всякой не пойдете, а тут вниз, вверх, до магазина сходили, вернулись, пошли погуляли, вернулись. Потихоньку вы же никуда не спешите. Вы об этом не подумали. Ага. Давай, возражай что-нибудь. Накидывай. Блин, ну ты, конечно, мощь. А вот эти вот окна, вот, которые советские, мне вот эти вот фиалки, Мне, кстати, тоже эти Да. окна не нравятся, потому за них надо бы скидку попросить. конечно. И вот сверху вот это вот, уже стеклопакеты, это мы за это вот разницу нам. Сейчас же да? вату-то уже не модно сувать. Да. Я хочу сказать, что сейчас на самом деле популярность обретает такой эко-стиль, когда ставят именно деревянные стеклопакеты, потому что они дышат. Особенно в вашем возрасте людям как-то вот, ну, не хватает Спасибо, кислорода. Елена. И, кстати говоря, натяжные потолки тоже сейчас, ну вот, больше эко-стиль, там, побелочка или что-то типа такого. Так что тут просто вот все, что нужно. Блин, интересно, а что бы было, если бы мы такие... Ну вот эти вот деревянные не нравятся? Она такая, ну ничего страшного, сейчас мы поменяем на пластиковые. Вы знали, что пластиковые сейчас вообще... У меня есть мастер. Такие, ну вот нам вот эти вот евроокна, они нам как-то не нравятся. Ну, и она на все просто находит какие-то ответы. Да, но Удивительная самый важный женщина. момент, что еще меня сейчас беспокоит, это, конечно, здешние соседи. Я предчувствую, что они нам будут мешать спать. Почему? Это предчувствие такое. Надо сходить в церковь. А такое возражение есть у тебя, да? То есть ты так отрабатываешь иногда? Как Жёстко. вариант, как Да? вариант, да. Но это же предчувствие, это же не факт. Ты же не знаешь, ты них вот на данный момент у нас никто там не топает сверху, а сбоку нам в стену тоже никто там не стучит, слава богу. Ага. Поэтому это только твои тараканы. Ну вот нам еще вот знаете, что надо? Вот с 4-го этажа. А вдруг вот в этот день у нас мигрень, да, вот эти Сатурны, Венеры, они что-то там чик-чик, голова заболела. Вот нам надо, чтобы соль кто-то подал, А вы мне воду. позвоните, я вам принесу, я вам в Сбермаркет закажу. Мне кажется, берем. Да, продала. Слушай, ну это круто, да, уметь на самом деле вот так вот отработать все какие-то, да, душнил, Да. возражение душнил, это прикольно. Вы очень даже душки, потому что есть... Ну, душки, От слова похлеще. душнила, в смысле, я хотела сказать. Не, есть, я думаю, да, вообще жесть, скорее всего, люди, которые приходят и... Ну, на самом деле, когда приходит жесть, я это вот так вот лето, вдох-выдох, это опыт. И, ну, на самом деле, потом, когда эти сделки заканчиваются, люди признают, что, ну, извините, что мы были такими невыносимыми. Не все, конечно, но были такие ситуации, когда люди признают, и, в принципе, ну, я такая, я победила. Ну, что я все-таки довела эту сделку до конца, я не бросила. То, что, ну, это нужно, это вот как раз-таки вот это вот экран, об которых вот стрелы отталкиваются, это формирует. Поэтому, да. Лена, есть у тебя что сказать вообще зрителям? Какие-то напутственные слова, какие-то советы, рекомендации по квартирам, прогнозы, все, что требует душа, вот можешь им сказать. Я думаю, что тебя очень многие любят, смотрят и будут рады напутствиям. Я хочу сказать, что не надо жалеть, тратить деньги на риэлтора. Потому что, ну и вообще в своей жизни, да, вот какие-то вот такие моменты я не воспринимаю это как мне надо вот туда потратить, а я воспринимаю это как инвестиции, да, инвестиции, допустим, там в свою там рекламу, да, там в ребенка, еще что-то. То есть это не траты, это инвестиции, и они вам в любом случае окупятся. Что, допустим, вот вы потратите там энную сумму денег, но я
торгуюсь на большую сумму, и уже это мы будем оба в плюсе. Да, вы будете непосредственно спокойны за то, что вы купили квартиру, которая проверена на юридическую чистоту, да, что там завтра к вам там тын-тын-тын не постучат в двери какие-нибудь скрытые собственники. Это все оправдано, не надо, это такой момент, да, квартиры люди покупают не каждый день, я считаю, что не стоит на этом экономить. Вот я вам в этом помогу, то есть я очень адекватная, воспринимаю вообще, выслушиваю все возражения и, в принципе, хорошо их отрабатываю. Так, давайте сейчас перейдем к приятным моментам, да, еще более От приятным. ваших этих благодарностей. Да, это что, прям заслушалась. Не, на самом деле, Лен, это все приколы. Тебе спасибо большое, что ты пришла. И, честно, ты меня удивляешь иногда. Я просто за тобой слежу ВКонтакте. Ну, ты меня удивляешь своей энергией там, да, и то, что ты как-то вот действительно успеваешь везде, несмотря на то, что у тебя работа такая в стиле белка в колесе, да, Она ты еще и все равно спортом успевает находишь заниматься. время там на какие-то мероприятия, и постоянно ты где-то. Я тебя встречаю где-то, и ты активно принимаешь участие в каких-то медиа, да, штуках. Я знаю, что ты постоянно фоткаешься, у тебя всегда красивые фотографии, фотосессии, стильные. Вот. Я тебе, как человек, который занимается медиапроизводством, это отмечу, потому что не каждый специалист, эксперт понимает, что это вложение, те же самые инвестиции, да. Кто-то там занимается, не знаю, каким-то делом, бизнесом, но он абсолютно не хочет уделять времени там развитию своего личного бренда, да. Но я, например, уверена, что именно, ну, отчасти это привело тебя к твоим результатам. То, что ты светишься, ты показываешься, ты фотографируешься, ты снимаешься, постоянно куда-то ходишь, и это прямо очень круто. Я знаю, что это отдельное, например, направление Спасибо. работы, Да, и да, просто да. хочу тебе сказать, что я это отмечаю, я это вижу, мне кажется, таких людей очень заметно. Да. которые- Спасибо, мне очень приятно, что знаешь взгляд со стороны. Да. Да, на самом деле это вот одно из таких моментов, да, где я я этим заряжаюсь, мне это нравится, я кайфую от этого. Да, поэтому спасибо, Вероника, от тебя это очень ценно, получить такую обратную связь. Кроме этого, у нас для тебя есть подарок сегодня. О. Вот, мы хотим тебя порадовать не только сегодняшним событием, но и чтобы у тебя закрепилось это, как заякорилось, да, вот, подарочком. Можешь, Оль, передай, пожалуйста, его мне. Это бренд Алинака, это свежая косметика ручной работы, сделанная Ой, в Сыктывкаре, спасибо. сделанная с любовью. Магазинчик у них находится в торговом центре Парма на первом этаже. Так, кто захочет пойти, не пройдете мимо, потому что это самый яркий магазин на этом этаже, их сразу заметно. Значит, тут у нас и парфюмированные масла для тела, пенные бомбочки для ванн, так что ты кайфанешь сегодня вечером, горячий скраб, бальзамы для губ. Я думаю, что когда вот это все произносим, в будущем у всей Республики Коми и у России должна быть ассоциация просто равно Алинака, да, сразу. Класс. Вот, большое спасибо, да, это наш партнер. Вот, спасибо девчонкам большое, производителям, что они предоставили подарок для да. Лены. Очень приятно, на Вот. самом деле, да, я уже пользовалась именно продукцией Алинаки, очень довольна, поэтому прям вау. Ой, круто, круто, что ты их знаешь. Друзья, если кто-то хочет стать тоже спонсором нашего подкаста «Базар», принести подарки для наших гостей, для нас, разыграть что-то для зрителей онлайн, кто нас будет смотреть, оставляйте заявочки, свяжемся обязательно и запартнеримся. И у нас есть 20% скидка, Да. подарочек, да, для людей. Что им нужно сделать? Да, вот помимо этого еще бренд Алинака, они нам предложили сделать такую коллаборацию всем, кто оставит комментарий у нас сегодня под этим подкастом, да, и придет на кассу, придет к девчонкам в ТРЦ Парма, купить что-то из продукции, получит прямо на кассе скидку 20%. По промокоду «Базар». Да. Называйте «Базар», пишите какой-нибудь комментарий под подкастом, и скидка 20%, мне кажется, очень классная, щедрая. Да. Перейдем к твоим теперь. Так, а мы подарки за что будем давать, которые мои? Я предлагаю, раз у нас тема твоя, тема дома, тема квартиры, жилья, такая, на самом деле, основополагающая в жизни любого Ты можешь, человека. например, зрителям подарить, если ты хочешь. Вот брелки, например. Чай разыграть за комментарий. Как предложение. Если они тебе не очень понравились, ты можешь им не дарить, как хочешь. Ну, давайте, да, за благодарность, да, потому что все-таки люди пришли, и вот они 2 часа нас слушали. Я надеюсь, что было интересно. Вам было интересно, девчонки? Я уже написала в своей странице. О, Спасибо большое. супер! Спасибо.
Да, ну давайте тогда зрителям подарим, да, вот такие вот домики, вот это брелки, да, здесь написано «Дом там, где любовь». Я думаю, что это очень символично, да, и я такие брелки дарила своим подружкам, когда у них еще не было квартиры, ну, естественно, что они уже с моей помощью все при недвижимости оказались, да, это как вот Можно просто купить брелок для начала. визуализация, да, Продается. нового дома, да. Свет, тебе, наверное, тоже надо. О, да, конечно. Давайте, Да, давайте, вот давайте два мы подарим как раз нашим зрителям, вот таких вот, да, дом там, где любовь, и один, Светочка, тебе. О, ты Всё, благословляешь давай. на Это дом. это визуализация, это О. шизофрения твоя начинается с этого брелка. Мне еще никогда не дарили шизофрению. Благодарю тебя, Лена. Ты невероятно добрый, человечный человек. Очень круто. Да. Вот давайте, друзья, посмотрим, через сколько я куплю дом. Давай, давай, все, вот мы загадали, да, тебе дом, все Да. вместе Да. будем визуализировать. А Вот. чьи сама, может, хочешь за что-то? У меня есть предложение только, вот я тебе могу предложить. Давай. Я подумала, что будет прикольно, если мы подарим чаи тем людям, кто напишет в комментариях свои истории о покупке, продаже жилья. Ну, какие-то, знаешь, прям расписанные, интересные. И ты прочитаешь эти комментарии, та история, которая тебе больше всего зайдет, вот ты, там 3 истории, получается, 3 чая этим людям можно будет вручить. Да. А Нормальный надписи вариант? здесь какие? Шик Я вообще. я выбирала. Это я вот только что приехала в Сочи с форума по недвижимости, да, и вот, ну, думаю, надо что-то мне хотелось такое вот, связанное с собой, с недвижимостью, да, и там из Сочи. Вот, и поэтому вот такая надпись «Никогда не сдавайся, ты же не квартира». И Вот тут там- написано еще снизу «Для тебя из Сочи». Да, это вот Классно. такая чай на мотивацию. Да, друзья, Очень значит, это круто. за комментарий тогда будет, за комментарий, в котором вы Да. расскажете про свои истории покупки и продажи жилья. Я думаю, у всех эти истории есть, даже если ты хоть раз в жизни что-то покупал или продавал, это всегда история. Да, Поэтому да. пишите их, расписывайте как-то интересно, сочно. Лена прочитает и 3 самым классным историям подарит чай. Да, и вот тут еще есть такая надпись, тоже интересная: «Я буду тебя бесить, а ты терпи». Это, знаешь, когда я увидела вот эту надпись, я подумала, это как раз вот... Это я мужу подарю будущему, да. Нет, это у меня бывает, ну, вот это вот душнилы клиента, это вот, наверное, это вот это их послание мне. Не, на самом деле это все с любовью. Вот, я вообще кайфую от своей работы, вот я еще не сказала, почему. Потому что я считаю себя вообще частью истории каждой семьи. Потому что люди квартиры не покупают, не продают просто так, да, а именно вот, ну, почему-то это случается. И я вот как становлюсь частичкой истории их семьи. Вот для меня это прям очень ценно. Ты, наверное, таким семейным риэлтором становишься. Да. Они потом, наверное, с тобой вообще. Да, да, они Надолго? передают меня там от мужа жене, ну вот как бы семьи, да, Как наследство. от мужа, да, наследство. У меня, кстати, на страничке ВКонтакте, где визитка, там так написано: семейный да. риэлтор. Я Да. сегодня тоже это заметила. Да, потому что это круто, и сейчас я вот работаю исключительно по рекомендациям. Ну, или покупатели приходят, и вот это такие сети, связи, цепи начинают образовываться. Это очень круто. Но держать репутацию, это многого стоит. Да, это очень много стоит, это надо всегда поддерживать. Ну, кстати говоря, вот про доход, вот я вот так вот планку себе задрала, а теперь же выше надо, да, поэтому я, конечно, не каждый месяц, наверное, столько зарабатываю, но для меня это, ну, новый вызов, что называется, поэтому... Ну, благословляем тебя, чтобы каждый месяц Да. было все больше и больше тогда. Мы благословляем тебя на 1 000 000 и на 10 своих квартир. Давай лучше на мужа, который... Не отказывайся от этих благословений, я тебя умоляю. Там все слышат. Я принимаю. Представляете, женщина отказалась от миллиона и И от 10 своих 10 квартир, квартир, говорит, лучше мужа. и от 1 000 000 в месяц. Нет, пусть лучше муж зарабатывает, так же ж. Кстати, правильно. И купит- За 1 000 000 ей придется 3 у работать. меня есть, А если будет муж, остальные он купит. А муж будет 1 миллиард зарабатывать. Здорово. Вот. Вот на этот миллиард мы купим 10 квартир. А то ты сейчас закажешь А мужа, я буду он придет, он такой, красивая. а я работаю менеджером за 30 000 рублей. И А, кстати, для тебя важно будет, вот, чтобы мужчина больше, чем ты получал? А для меня важно будет, чтобы мужчина развивался постоянно. Вот, и я думаю, что, ну, даже если изначально он будет там зарабатывать чуть меньше, ну, не рассматриваю как бы совсем мало, да, чуть меньше, я думаю, что он перегонит меня. Круто. Это очень круто, постоянно развиваться, и, ну, соответственно, я и такого человека рядом с собой вижу. благословляем на замужество. Да. Все. Аминь.
Изменились выпуски, да, чувствуете? Энергия пошла. Энергия пошла, да. Пошла в космос, струю сейчас. Просто туда. Пробьет потолок. Благодарим вас, зрители, за то, что вы смотрите, комментируете, лайкаете, делаете репосты. Конечно, участвуйте в конкурсах. Это был новый выпуск «Базара» с Еленой Кончиц. Это лучший риэлтор Сыктывкара, семейный риэлтор. И мы задумывали с Вероникой этот проект, то, что мы будем базарихами такими, знаешь, болтать бесконечно. И это круто, то, что к нам очень разные женщины приходят. Мы ждем, кстати, и мужчин. И с тобой он такой выпуск получился, какой-то женственный, какой-то такой серьезный чуть-чуть. И от тебя веет вот этим спокойствием. Продолжай, и к тебе хочется прикасаться, ты такая безопасная, тебе хочется доверять. В общем, все зависит, каждый наш выпуск зависит от человека на самом деле. Какой человек приходит, такой и выпуск. Что от него идет, то мы и показываем. Мы просто чуть-чуть увеличиваем это. Всем энергии. Ну все, всем большое спасибо. Давайте аплодисменты Да. в конце. Как да? Ура!